Ребята, значит, стратегия такая. Сейчас собираем все деньги, вот прямо все, у кого сколько есть, потом их передаем мне. А я даю их вон тому человеку с честными глазами и в черных перчатках. Вас как зовут? В смысле, с какой целью интересуюсь? Я же деньги вам хочу дать. А, куда он денется? В общем, отдаем все деньги вот этому честному человеку, а потом садимся в кружок и ждем, когда он придет и принесет нам в 2 раза больше. Ну или пойдет и накупит на них каких-нибудь хороших ништяков по очень низким ценам. Ну почему сразу идиотизм? Это просто такая стратегия. И, между прочим, человеку с честными глазами она очень нравится. Вон, посмотрите, как он улыбается довольно. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате отупел. Ну погодите вы сразу глупостью попрекать. Я же не просто так о стратегии заговорил. Я тщательно изучил опыт нашей республики в части разработки всевозможных стратегий, стратегических подходов и взял на вооружение все самое лучшее и многократно опробованное. А убедил меня сделать это наш глава республики Арсений Сергеевич Николаев. Во время своего последнего эфира он так убедительно рассказывал про правильную стратегию на примере угольной промышленности Якутии, что я проникся и понял, что без стратегического мышления, без стратегического планирования никуда. Да вы сами послушайте. Состоялся очень заинтересованный разговор с руководством экономического блока правительства именно по развитию угольной промышленности на период до 2035 года. Министром энергетики России Александром Новаком предоставлена стратегия развития данной отрасли. После этого мы обменялись с президентом своими предложениями, мнениями. Я еще раз убедился, что та стратегия, которая у нас в республике реализуется, правильная в части развития новых угледобывающих компаний. Обращаю ваше внимание, что ключевое слово тут «правильное». Не лучшее, выгодное, оптимальное, но правильное. Я не знаю, как прямо сейчас обстоит дело с реализацией стратегии развития угольной промышленности, но та, что была прежде, то, как это делалось прежде, мягко говоря, не впечатляет. В чем заключалась прежняя стратегия Якутии в развитии угольной промышленности? Берем все активы в угольных компаниях и продаем их в частные руки под обещанием взамен на вырученные деньги построить железную дорогу с мостом через Лену. Дорогу в итоге запустили только в этом году, то есть спустя 13 лет после того, как Владимир Путин и Вячеслав Штыров ударили по рукам. Что касается моста, то его нет и неизвестно, да и дорога дошла не до Якутска, а только до Нижнего Бестяха. Но зато взамен Якутия осталась без Якутугля и Эльгаугля, а новый собственник этих двух бывших республиканских компаний первым делом взял и увеличил отпускную стоимость угля для нужд бюджета республики. Но это еще не все. Хорошая стратегия не может состоять из 1-2 пунктов. Обязательно нужны дополнительные, чтобы было сложнее, запутаннее и чтобы сразу было видно, умные люди здесь кумекали. А потому на втором этапе правильной якутской стратегии развития угольной отрасли было принято решение предоставить другой частной компании, уже не Мечелу, а УК «Колмар», льготный режим втор – территория опережающего развития. Благодаря чему бюджет Якутии на какое-то время вообще практически перестал получать налоги от угледобывающей деятельности. Живем перспективой и пониманием. Люди с честными глазами когда-нибудь принесут мешок денег и осыпят нас ими. Вон Денис Белозеров, до того, как стать зампредом по сельскому хозяйству, курировал экономику в Якутии. И он подтвердит. В 2018 году 52% от объема добычи угля в республике приходится на участников региональных инвестиционных проектов и резидентов ТАСЭР. Соответственно, налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых НДПИ от половины добычи угля составляет 0 рублей. Таким образом, добыча угля из бюджетообразующей отрасли приводилась в отрасль с практически нулевыми показателями по ключевым налогам. Итого. Взять, все продать, ждать 13 лет, чтобы получить только часть обещанного, а потом сидеть вообще без денег. Отличная стратегия. Правильная. И можно понять, почему она федералам нравится. Складывается впечатление, что чиновникам в России вообще вот именно такие стратегии нужны. Когда шумно, пафосно, красивые и громкие обещания, а в финале нет денег и чувствуешь, что вроде как все честно, но где-то тебя надули. Вот мусорная реформа ровно из той же оперы. Стратегический план заключался в чем? Начать борьбу с мусором. Для этого собрать с населения побольше денег и направить их на то, чтобы стало поменьше мусора. Результат? Денег побольше с населения собрали, а мусора меньше не стало. Скорее наоборот. И будет еще хуже. Не верите мне? Ну вот, мэра послушайте города Якутска. У меня весь телефон завален фотографиями санитарных точек при многоквартирных домах, которые завалены мусором. Жители полагают, что это наша с вами отвратительная работа. Вместе с тем, в соответствии с законом о региональном мусорном операторе, вывозом мусора с санитарных точек мы не занимаемся. Это работа мусорного оператора в лице компании «Якутская кассетти». Тем не менее, все эти фотографии получаем мы, а жилкомсервис деньги не получает и на сегодня вывозит мусор с города бесплатно, понимая, что мы обязаны контролировать санитарное состояние города. И сейчас мы бесплатно работаем за регионального оператора. Ничего она в стратегиях не понимает. А тут во всей этой дурно пахнущей ситуации прямо видно стратегическое мышление. Ведь в чем стратегия? Берем действующую систему вывоза мусора из города,
Разваливаем ее, потом повышаем тариф для населения на вывоз мусора, повышаем тариф для предпринимателей на вывоз мусора, заваливаем город мусором по уши, садимся, наблюдаем за ситуацией и чешем затылки. Блин, да как же так получилось-то? Мы же все стратегически делали. Мы даже с ног сбились, бегая по миру и отыскивая партнеров частных этому самому оператору. В Британии искали, в Эстонии искали, сейчас в Москве ищем. Все по стратегии. Что не так-то пошло? Кстати, про поиски инвесторов и частных партнеров. Это опять-таки часть правильных стратегий. Найти инвестора, договориться с ним на одну сумму, а потом получить счет на другую в 2 раза больше, это очень по-стратегически. Кое-что такое на уровне города уже 1 раз обкатывали. В государственных и официальных медиа сейчас все уши прожужжали про то, как в городе Якутске сдаются 12 социальных объектов, построенных по принципу ГЧП, то есть по договорам государственно-частного партнерства. Обошлись они бюджету в 15 миллиардов рублей. И это такая стратегия. Иначе бы не построили. И все здесь вроде бы хорошо, все без подвоха, но вот посмотрите на этот скан, который сейчас появится на экране. И особенно на дату обратите внимание. В рамках соглашения в течение 2016-2019 годов ООО «Газэнергомонтаж» ГСК ВИС построит в Якутске 12 социальных объектов, в том числе 5 детских садов, 4 школы и 3 объекта культуры, городской детский библиотечный центр, центр детского творчества, школу искусств с концертным залом и дворец культуры на месте старого ДК Гагарина. Объем инвестиций составит более 7,5 миллиардов рублей. Как вы можете убедиться, просто наиправильнейшая стратегия – переплатить за все в 2 раза, а потом сидеть и в затылке чесать. А школу номер 6, построенную в охранной зоне газопровода, точно смогут открыть 1 сентября? А в школу АИКГТА мы детей будем все-таки брать по прописке или по национальному признаку? И вообще, они там в АИКГТА успевают лицензию получить из-за того, что сдача объекта затягивается? А еще вот тут вот частные партнеры говорят, знаете, а ведь мы вам здание, которое вы нам в 2 раза оплатили, в 2 раза больше, не отдадим, если вы за нас не погасите налоги. Ну, а чем недовольны-то? В хорошей стратегии авторам главное всех запутать и получить профит. И здесь явно справились и с тем, и с другим. Весь вопрос, кому профит-то ушел. А какого хрена? Без правильных стратегий жить немножко скучно. Поэтому сейчас у нас на носу новая, которая включает в себя все необходимые элементы. Тут и запутанные планы, и поиск частных инвесторов-партнеров, и профит, который отойдет непонятно кому. Речь идет о строительстве арктического центра Эпоса, который уже переименовали просто в культурный центр, видимо, испугавшись излишней эпичности. А вот эпичные суммы, которые планируется на него потратить, никуда не делись. Все те же 18,5 миллиардов рублей. Больше, чем город Якутск тратит на себя за год. Мы этот проект обсуждали в одном из предыдущих выпусков «Говорящих голов», поэтому лишний раз акцентировать внимание на деталях не будем. Давайте вместо этого послушаем новые аргументы от министра экономики Якутии. Мы привлекаем частного партнера, и выплаты по данному проекту распределяются на 11 лет. Мы сейчас сравниваем подобные культурные комплексы, которые будут строиться в России. По поручению президента Владимира Путина во Владивостоке возведут музейно-театральный комплекс. Его стоимость превышает 30 миллиардов рублей. И такие же объекты появятся в Кемерово, Севастополе, Калининграде. Российская народная чиновничья примета. Чуешь, что проект слабоват или вызывает отторжение у населения, добавляй ссылку на Владимира Путина. Это, кстати, вполне себе стратегический прием. А вообще, конечно, кивать на Владивосток, куда каждый год на ВЭФ, Восточный экономический форум, заманивают деловую элиту не только России, но и стран АТР, дело приятное. Но давайте еще и покиваем на то, что во Владивостоке, по поручению Владимира Путина, уже 3-й мост планируют к строительству. А мы с 2006 года, когда, кстати, тоже было поручение Владимира Путина, лапу сосем. Но еще надо добавить также, что во Владивостоке дураков нагружать свой бюджет долгами на несколько лет вперед на 30 миллиардов рублей не нашлось. Поэтому инвестором там выступает Федеральный фонд «Национальное культурное наследие». Именно этот фонд, а не владивостокцы, оплатит Ротенбергам строительство культурного центра за 30 миллиардов рублей. А строить во Владивостоке будет «Стройгазмонтаж», компания Аркадия Ротенберга. А что, так можно было, что ли? Знаете, хорошая стратегия отличается от плохой, ну или в нашем случае правильной, именно этим. Когда в однозначном выигрыше остаешься ты, а не все остальные. Да и позиция «О, смотрите, соседи строят балаган, давайте построим себе такой же с блэкджеком и этими девушками с низкой социальной ответственностью», она далека от того, что называется стратегическим планированием. Ну и опросить население никто не удосужился. Наоборот, в истории с запланированной культурной мегастройкой власти республики, чувствуя, что проект не очень тепло встречается населением, которое видит, куда можно вложить столь огромные средства с заметно большей эффективностью и отдачей, занимает агрессивную позицию. Зачем обсуждать, когда можно осудить?
осудить тех, кто критически относится к запланированной стройке. Эти люди просто ничего не понимают в стратегических замыслах. По культурному центру много домыслов. К сожалению, пишут в основном дилетанты, которые не очень хорошо разбираются в вопросах культурного развития в целом. Некоторые журналисты допускают не очень корректные выражения, называют якутскую культуру культур-мультур. Хорошо, я все понял. Те, кто против, это некультурные, некорректные дилетанты, позволяющие себе использовать в письменной речи такую страшную вещь, как нарочитый эрратив. А словосочетание культур-мультур его я использовал. В контексте обсуждения планов, как потратить 18,5 миллиардов рублей, это именно что нарочитый эрратив, который характеризует не состояние якутской культуры, а придуманный культурный повод для таких трат. Но вот вам тогда мнение человека, который, в отличие от некультурных журналистов, должен иметь хоть какое-то представление о культуре. Ну, он же, в конце концов, не только депутат, но и директор средней школы. Мы ему как бы доверяем воспитывать наше подрастающее поколение, своих детей. Ну, тех самых, которые, пока власти наши страдают гигантизмом, подражая Владивостоку, сидят в переполненных классах на шее друг у друга. Хотя, может, это тоже какой-то стратегический прием. Может быть, их таким образом готовят к житью на переполненной населением планеты? Впрочем, я отвлекся. Слово Аяну Васильеву, депутату и директору школы. В интернете и в социальных сетях обсуждается вопрос о строительстве культурного центра. Есть сторонники, есть противники этого вопроса. Учитывая, что культурный центр планируется строить на территории нашего города, считаю, что нужно провести публичные слушания с привлечением заинтересованных лиц и обсудить все за и против. Мнение Илдархана уже прозвучало, но хотел бы услышать и мнение горожан, потому что все будет строиться за счет бюджета, то есть за счет нас с вами. Мы являемся инвесторами. И это когда не хватает средств на строительство садов и школ, снос ветхого и аварийного жилья. Все-таки есть депутаты в якутских селениях. Впрочем, может быть, Аяну Васильеву просто про стратегию не рассказали, и что в Владивостоке больше. Не знаю. Это был Виталий Обедин, вы смотрели «Говорящие головы», и если наша стратегия окажется не правильной, а хорошей, то увидимся на следующей неделе. Что вообще происходит?